Производство вина в Абхазии – одно из самых распространенных бизнес-предприятий. Этот напиток неизменно сопровождает проведение всех торжественных событий в каждой семье. Помимо того, что виноделие давно стало неотъемлемой частью культуры абхазов, в республике существует и промышленное производство. Более 10 лет назад семья Гадлия начала заниматься виноделием. Все начиналось с увлечения. Производили вино, чтобы радовать семью и близких. Однако все изменилось после победы на первом национальном конкурсе абхазских вин имени Ачба. Золотые медали вдохновили их заняться виноделием профессионально. Что побудило изначально, это были друзья, которые уговорили кое-как. Мы все-таки, они за нас даже оставили заявку. Инициативы с нашей стороны почти не было. И по итогу мы заняли на конкурсе, национальном конкурсе вин, организованном Николаем Ачба, заняли золото, и после этого уже появились мысли заниматься этим серьезно. Главным достижением крафт-продукт Абхазия является красное сухое вино Анна Лашта. В этом году компания представила новинку – виноградный дистиллят, выдержанный год в дубовой бочке. Винодельня также экспериментирует с настойками на ашхардате, кедровых орехах и боярышнике, каждая из которых, по народным поверьям, обладает полезными свойствами для здоровья. На данный момент у нас представлено 5 линеек. Это красное сухое вино Анна Лашта, это победительское вино. Мы участвовали в различных конкурсах, в многочисленных. Вот можете видеть, лучшее абхазское на 23-22 года. Появилась новинка, буквально пару дней назад, ажах. Это обычный дистиллят виноградный. Также есть экспериментальные 3 настойки, мы их называем лечебными. Ашхардат – это знаменитая абхазская древняя настойка. Каждый год мы ездим в высокогорье, собираем его, настаиваем на нем тот же самый виноградный дистиллят и разливаем по бутылкам. Кедровая настойка – это настоянная на кедровых орехах, в принципе. И есть еще настойка боярышника. Боярышник собран в плоскогорьях Абхазии. Первый раз попробовали такое сделать, когда были в Новом Афоне. И просто для интереса я собрал пару штук. Попробовали настоять, и очень получилось неплохо. Соответственно, решили делать из этого линейку. Крафт-продукт Абхазия производит вино и крепкие напитки. У компании пока нет своих виноградников, поэтому сырье приходится покупать. Производство вина – это длительный процесс. Виноград засыпается в гребни-отделитель, где автоматически прокручивается. Полученная смесь при помощи насоса перекачивается в чаны для брожения. Через 2 месяца вино переливается в емкости из нержавеющей стали для выдержки до полного созревания. Этот процесс длится до полугода. Тимур Гадлия рассказал, как выглядит цикл производства благородного напитка. После процесса брожения вино нужно перейти в контейнер для хранения. По технологическому этому проходу оно переливается в баллоны из нержавеющей стали. Там хранится около полугода. У нас их благодаря Минсельхозу у нас появилось 4 новых баллона, объем по тонне и 1 1,5 тонны с контролем температуры. После того, как вино прошло процесс брожения, всегда проблема есть, что остается тяжелый осадок, который может попадать в бутылки, он влияет на вкус, на запах, на все, заставляет какое-то неприятное ощущение во рту. Для этого эта тележка придумана, сюда выливается вино, и тяжелый осадок не проходит через эту сетку, остается здесь. И уже в какой-то степени очищенное вино попадает в баллоны, и, соответственно, потом и в бутылки. Сюда подключаются шланги, благодаря насосам из емкости с нержавеющей стали сюда поступает вино и другие напитки. Это разливочная машина полуавтоматическая на 4 бутылки. То есть можно поставить сюда бутылки, оно одновременно будет разливать и в каждую из них. После разлива вина идет довольно простой процесс. Сюда ставится бутылка, сюда ставится пробка. Это купорочная машина. И одним простым движением руки бутылка закрывается. Продукцию крафт-продукт Абхазия можно приобрести в специализированных магазинах, ресторанах и напрямую у производителя. Стоимость бутылки вина от 1200 рублей. Тимур Гадли рассказал и об упаковке, маркировке и сбыте продукции. После того, как бутылка укупорена, вино должно настояться в бутылке, должно отдохнуть, пролежаться. И после этого уже для окончательной продажи мы ставим бутылку на механическую чекировочную машину.
нужно закончить оформление бутылки и давайте колпачок. Для каждой бутылки у нас все разное, но в случае вина у нас используются восковые крышки. Можете посмотреть, на каждой бутылке у нас есть наш логотип, либо здесь находится, либо здесь, уже в зависимости от бутылки. Сделан он из красного воска, есть специальное оборудование, оно его плавит, бутылка окунается, осушливается, ставится печать, и бутылка готова к продаже. Это пресс для полного раскрытия сала винограда, чтобы как можно больше вина получить из как можно меньше винограда. Полученный от Минсельхоза грант позволил увеличить объемы производимой продукции не только за счет приобретения чанов большого объема, но и за счет автоматизации производственного процесса. Благодаря модернизации объем производства предполагает увеличение с 1000 до 5000 бутылок в год. Это даст возможность радовать ценителей качественного вина еще большим количеством продукции. Вот один из тех проектов, который в прошлом году было финансирование на 1,5 миллиона рублей. Это житель села Гулрипского района Гадлия Тимур. Ему выделили на производство и переработку виноводочных изделий. Он сам занимается, у него уже есть дома на своем присадебном участке цех, где он занимается изготовлением вина и разливом эти вина. То, что мы дали сумму, он приобрел оборудование для того, чтобы увеличить имеющуюся площадь и саму производительность этой продукции. Там были разные агрегаты, там машины для мытья бутылки, машины для наклеивания марки, там разные тележка, много этих агрегатов, всего на 1,5 миллиона рублей. Изначально веры в то, что мы получим какой-то грант, не было, но мы попробовали. Изначально ничего не ожидали, так как мы не какое-то крупное предприятие, но по итогу все получилось, и все закончилось тем, что у нас есть оборудование за счет Минсельхоза. Крафт Продакт Абхазия – это не просто винодельня. Это семейная история о любви к вину, трудолюбии, стремлении к совершенству, которая продолжает радовать ценителей благородного напитка своим уникальным вкусом и высоким качеством. Шазина Ханагу, Сергей Каджая, Константин Парулова, Абхазское телевидение.